Я даже больше скажу. На самом деле наибольшее излучение не от базы идет, а от телефона, самого телефона. Потому что телефону нужно достучаться до базы. Вот. А для того, чтобы соединиться, базовая станция и телефон, соответственно, как бы там есть излучение в обе стороны. Вот. И телефон, на самом деле, чем дальше база, тем больше телефон дает излучение. Сейчас думаю, будет такой, да, комментарий. Вы сначала свою связь наладьте, потом говорите 5G, где-то отчасти, да, где-то отчасти абоненты правы, да, предъявляют такие претензии, вот, устранить аварию, дать связь людям. По пояс в снегу, вот, ну, сами понимаете, да, какие усилия требуется подняться на высоту, когда у тебя ветер, когда ты вот, ну, реально по пояс в снегу, вот это пробираться, это, ну, очень непросто. Но мы это делаем, это наша работа. Всем привет! Это очередной выпуск цикла подкастов «Такой вопрос» от Академии Трех Медведей. Мы обсуждаем вопросы, которые волнуют наших слушателей. И, кстати, вы можете предлагать свои темы в комментариях на нашем сайте YourTJ, на нашей странице в Фейсбуке или же на канале YouTube. Сегодня на календаре 7 мая, а это значит День связиста. И сегодня со мной коллеги, это Фарход Холматов и технический директор Мегафон Таджикистан Рафиль Аглямов. Еще раз вас поздравляю. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Разрешите вас так называть, потому что у нас общий праздник сегодня, День радио и связи. Вот, вы работники радио, все мультимедиа электронные – это выходцы из радио, а мы, мобильная связь, выходцы из связи. Да? Вот, поэтому здравствуйте еще раз, коллеги. Разрешите вас поздравить с нашим профессиональным праздником, с Днем радио и связи. В этом году еще одно знаменательное событие. Нам 20 лет. Кому? Мегафону. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо большое. А для зрителей, если вдруг вы нас увидите 7 мая, мы окажемся в другой одежде, ничего страшного, мы записывали заранее, но все равно с праздником. Рафиль, в одном из выпусков мы узнали, что, оказывается, из-за бурного строительства возникают проблемы со связью. Вас предварительно оповещают об этом, что вот в том или ином районе появится новая там новостройка, и она как бы заблокирует доступ к связи. Такая тема есть, естественно, во всех, в принципе, городах. Понятно, город живет, город строится, тем более такой, как Душанбе, мы все видим новостройки, мы все видим вот эти высотки, которые строятся. Понятно, это все влияет на сеть, на нашу. Вот. Мы сами мониторим ситуацию по городу, у нас ездят машины, видели, наверное, да, у нас есть инженеры, которые отслеживают ситуацию. Вот. Кроме этого, к нам обращаются абоненты, если возникают такие проблемы. Вот. Мы к этим жалобам относимся положительно, максимально. Мы даже их приветствуем, потому что жалобы – это подарок, это позволяет нам отрабатывать проблемы, вот, выстраивать сетку максимально качественной для абонента. Вот. Но при этом есть проблема, о которой хотелось бы сказать, это своевременное оповещение нас, как операторов связи, вообще в целом телеком-отрасль, о проводимых работах в городе, например, в Душанбе. Вот, потому как это позволит нам заранее профилактически отработать, выстроить сетку, перемаршрутизить какие-то там каналы, запустить какие-то дополнительные базовые станции с тем, чтобы при строительстве наши абоненты не ощущали вот этого падения качества. Вот. Кроме того, возникают проблемы в процессе строительства. Например, один из недавних таких случаев, который был, это у нас порвался кабель волоконно-оптический, при этом мы узнавали, порвались ВОЛС и у других операторов, и у Таджик-телекома. Вот. По приезду мы увидели большой котлован, вот, под дом, и просто был порван и поломан, канализация поломана, вот, и порвана куча кабелей. Вот. При этом понятно, какие последствия, да, куча базовых станций, которые не работают, и, соответственно, мы эту проблему уже по факту отрабатываем. Хотелось бы, конечно, чтобы мы узнавали о таких работах заранее. Если нас слышат люди, которые могут как-то на это влиять, хотелось бы, чтобы мы как-то изменили эту ситуацию, и операторы связи, наш регулятор узнавали об этих работах заранее. Вот. Мы, соответственно, со своей стороны эту тему отработаем. То есть, по сути, вы работаете постфактум, да? То есть... Да, но сейчас большей частью так, конечно. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы у властей, у
застройщиков. У застройщиков было понимание, что связь – это, реально, на самом деле, это стратегическая отрасль, которая влияет на жизнь людей, большого количества людей, и на все отрасли экономики. Потому что на связь завязано практически все. Все пользуются телефонами, все пользуются каналами связи. Без этого сейчас в наше время нельзя. И простое даже минуту, 2-3 это уже критично для многих. Для бизнеса критично. Особенно критично для ситуации каких-то форс-мажорных. Например, болеет человек, или случилась какая-то авария. Нужно в течение минуты срочно вызвать, чтобы приехали соответствующие службы и помогли. Если связи не будет, это сделать будет невозможно. Поэтому нам очень важно знать о работах, которые проводятся в городе, и вообще по республике заранее. А как происходит, например, здесь по Айни, когда едешь, там такие каменные джунгли, то есть пропадает в основном интернет, голос остается. Здесь специфика связи. Голос в основном живет у операторов в 2G сети, в частотах, которые позволяют проникать далеко. То есть, например, базовая станция GSM 2G, зона ее эффективной работы больше 30 километров. То есть, в принципе, на большом поле, где нету помех, в принципе, можно уловить сигнал и более-менее качественно получить связь на расстоянии более 30 километров. В городе, естественно, это расстояние меньше существенно, потому что есть помехи, есть дома, есть деревья большие и так далее. Это все влияет на уменьшение, ослабление сигнала. Но в целом голос, соответственно, в принципе, будет оставаться даже в более-менее густой застройке. И первое, что страдает, это интернет и высокоскоростной именно интернет, потому что интернет высокоскоростной работает на высоких частотах, проникающая способность этих частот низкая, невысокая, поэтому и базовых станций нужно больше по городу для того, чтобы это качество обеспечить достаточное для разных, так скажем, районов, и внутри кварталов в том числе. И, естественно, страдает в первую очередь именно высокоскоростной интернет в результате застройки. А вы говорите, голосовой 2G 30 километров, получается охват? А у интернета сколько? Интернет, это зависит от, опять-таки, технологий, потому что интернет у нас представляется в том числе и в 2G, но, естественно, это старые, древние поколения, скорости там очень низкие, но при этом, в принципе, можно на дальних расстояниях эти скорости получать. Чем выше по технологии и по частотам мы поднимаемся, тем расстояние эффективной работы этих сервисов, они, естественно, уменьшаются. И основные такие, которые высокоскоростные, например, 4G базовые станции на частотах 2,6, например, МГц, 2,6 ГГц, они работают эффективно сотнями метров, по сути, исчисляется расстояние. Серьезно? Да, поэтому базовые станции такие должны, естественно, больше и в городе быть. А тут возникают вопросы уже другого порядка. Я как раз хотел спросить вопрос, потому что если 4G это сотни метров, то 5G это еще меньше, они же используют совсем другую технологию. Да. Соответственно, нужно больше маломощных базовых станций. Да. Но здесь другой вопрос с жильцами. Да. То есть они же могут наложить право вето, потому что есть информация, что якобы эти электромагнитные поля, которые излучают базовые станции, даже если они маломощные, влияют на здоровье. Так ли это? Для начала про электромагнитное излучение, про электромагнитные волны вообще в целом, они нас окружают везде. Даже розетка, в принципе, можно посмотреть, даже розетка, из которой вынута вилка, в принципе, дает излучение. Самый прибор, который больше всего излучает, какой в обычной микроволновка, да. А пользуемся мы довольно часто. В принципе, каких-то вопросов у людей не возникает. Поэтому, если мы говорим о влиянии волн, оно есть, но мы с этим живем уже много десятилетий, так скажем. Рафиль, смотрите, скажем, современный дом, который сейчас строится, в среднем, это порядка 16 этажей. То есть в каждом из них, в каждой квартире есть микроволновая печь. Хочешь, не хочешь. И если суммировать все эти микроволновые печи на один дом и одну базовую станцию 5G, кто из них больше даст этих электромагнитных полей и излучений? Здесь в любом случае микроволновка будет лидером.
Это неизбежно, вот, потому что она готовит еду, вот, а еду нужно сварить. Вот, это неизбежно. Поэтому я даже больше скажу, на самом деле наибольшее излучение не от базы идет, а от телефона, самого телефона. Потому что телефону нужно достучаться до базы. Вот, для того, чтобы соединиться, базовая станция и телефон, соответственно, как бы там есть излучение в обе стороны. Вот, и телефон, на самом деле, чем дальше база, тем больше телефон дает излучение. Вот, потому что, например, в качестве примера, человек стоит на улице, а его сосед на другой стороне улицы. Чтобы с ним пообщаться, ему приходится кричать. Так? Вот. А если сосед перейдет через дорогу, станет рядом с вами, вам уже нет необходимости кричать, вы просто общаетесь. То же самое телефон. Если базовая станция далеко, для того, чтобы телефон достучаться до базы, ему нужно выходить на максимальные мощности излучения. Вот. Чем ближе база, тем меньше излучения на самом деле. Поэтому я бы на стороне обывателя там, максимально старался быть поближе к базе. Вот, потому что телефон у вас в кармане, телефон, когда вы спите, где-то рядом стоит на тумбочке, и чем ближе база, тем меньше излучение идет от телефона. Поэтому жителям вы также объясняете? Жителям здесь сложнее, конечно, объяснить на самом деле, но вот, возможно, эта передача как-то поможет там изменить отношение здесь к связи и к объектам, к нашим, потому что, я же говорю, если бы я был, вернее, я и есть, по сути, обыватель, я вот уже 20 лет там работаю в Мегафоне, вот скоро будет в октябре 20 лет, как я пришел в Мегафон, вокруг меня все время были базовые станции, коммуникационное оборудование. Мы жили, по сути, вот в обнимку с этим излучающим, так скажем, оборудованием. И никаких проблем за 20 лет и семья, и дети, и все в этом плане все хорошо. Вот. То есть я как живой пример. Вот. И поэтому, еще раз повторю, не бойтесь, базовая станция ближе к вам, меньше, соответственно, излучения. Примеров радиофобии на самом деле много. Был у меня в предыдущем месте работы пример, когда мы построили базовую станцию, подняли мачту высокую, вот, но еще не завезли оборудование. И, естественно, не запустили базовую станцию. Но как только мы подняли мачту, жители ближайших деревень начали жаловаться активно на то, что у них какие-то проблемы там со здоровьем. Один из пасечников, который работал недалеко, стал жаловаться на то, что у него начали умирать пчелы активно. Прям вот мор пошел. Вот. И мы просто жителям ответили, что мы все понимаем, но мы даже оборудование еще не завезли, и базовую станцию еще даже не запускали. Вот. А вы уже начали там, по этой теме переживать, да. Вот. Западные СМИ не раз писали, да, даже не только западные, в Казахстане, например, там широкая проблема из-за того, что жители против установки вот этих базовых станций, вышек, то есть они чуть ли не били связистов, ломали вышки. У нас такого не случалось? К счастью, до таких радикальных мер не доходят. У нас в основном просто люди переживают по этому поводу. И если не хотят, то они уж об этом как-то говорят. Мы не хотим базовую станцию, не надо, там убирайте. Так, чтобы громить, и в этом плане у нас более цивилизованно. То есть вышки не ломают? Да, вышки не ломают, к счастью. Вот. По большому счету я уже объяснил, что бояться нечего. Это неизбежно, мы развиваемся, технологии развиваются. Вот. Если кто-то не хочет и боится вообще излучения, исключить это можно, одеть шкуры и уйти в пещеры. В принципе, там, скорее всего, будет хорошо. Вот. И там, на самом деле, вы от излучения не уйдете, есть солнечная радиация и так далее. То есть это это та вещь, которая всегда с нами, всегда на протяжении жизни человека всегда была с нами. Окей, пробились мы в 5G, сейчас мы уже в них работаем. Через северные к звездам, мы в 5G в будущем. А в 2028 году планируется запуск 6G. Угу. Что это будет? Снова обновление базовых станций или прокачка 5G? Прокачка, апгрейд того же 5G?
Ну, опять-таки, повторю, жизнь же не стоит на месте. В любом случае, человек хочет улучшать сервис, да, который он получает, услуги, ну, вообще комфорт жизненный, да, и скорости тоже нашей жизни развивается, и скорость быстрее и быстрее все, и, соответственно, скорости. Для того, чтобы нам в этой струе быть, мы все равно будем эти технологии развивать. Естественно, да, нам придется закупаться, нам придется закупать оборудование дополнительно, тратить инвестиции. Вот, собственно, для этого мы как бы и работаем, для того, чтобы не стоять на месте, чтобы наш абонент все время чувствовал улучшение связи, которой он пользуется. Вот. Да, это вещь не дешевая, но на текущий момент для нас важно те технологии, которыми пользуется абсолютное большинство жителей. Да, 5G, 6G – это все-таки вещи такие, несколько элитарные пока. Вот, 5G точно, там 6G пока мы вообще не говорим, потому что еще стандарта как такового там нету полноценного. Вот, естественно, мы развиваемся, и основные инвестиции у нас идут в технологии, которые сейчас есть. Это 4G. Основная технология, которая закрывает на текущий момент все потребности. Вот. И скорости, которые в 4G есть и возможны, они еще до сих пор, пока еще не полностью не выбраны. Это тот максимум, до которого мы идем, но мы идем. Наша компания активно к этому идет, и скорости сейчас уже у абонентов есть. Мы проводили там в декабре конкурсы, поймаем наибольшую скорость, мы доходили до 300 мегабит в секунду у обычного абонента на обычной базовой станции. Понятно, ради конкурса они иногда там и ночью вставали, когда трафик небольшой, чтобы поймать эти скорости, но они есть. То есть мы специально ничего, каких-то там особых настроек на сети не делали. Вот, это обычные скорости, которые наши абоненты ловили. Не у всех они есть. Это, априори понятно, мобильная связь – это не проводная. Да? И обеспечить гарантированную скорость – это кинуть шнурок, там, оптику, либо медь какую-то, завести ее абоненту в дом, и вот на этом участке проблем не будет. Но мобильная связь – это связь, которая подвержена помехам. Жилой дом, даже деревья, лес, там, парк и так далее, все это влияет на прохождение сигнала. Люди живут, например, внутри дома, где там базовая станция может не пробить, там, мощный сигнал не пробить. В подвал человек спускается, там тоже могут быть проблемы. В принципе, мобильная связь в этом плане, она не гарантирует стопроцентную везде одинаковую скорость. Это, априори, но мы в любом случае работаем над тем, чтобы даже в таких сложных там закутках, местах мы показывали достаточные там скорости. Сейчас, думаю, будет такой, комментарий. Вы сначала свою связь наладьте, потом говорите 5G, где-то отчасти абоненты правы, да, предъявляют такие претензии, потому что не везде это есть. Но объясню на каком-то примере, на таком относительно. Например, есть какой-то кишлак дальний, да, вот, где небольшое количество жителей. Вот, они обращаются к операторам, там, прошу там, поставить базовые станции, если до них еще не дошли, там, базовую станцию. Окей, просчитываем, на самом деле, размещение там базовой станции на грани окупаемости. Вот. Мы говорим, да, мы размещаем базовую станцию у вас, все построили, запустили, вот, они пользуются довольны, рады, пользуются какое-то время, через какое-то время у них возникают уже привыкания, и дальше уже какие-то они видят уже проблемы на сети. Где-то они ушли в дальнюю часть, зашли за гору где-то, и там уже со связью плохо. И они обращаются к нам и говорят, давайте улучшайте. Да? А вторая, третья базовая станция, там это уже полностью убыточная базовая станция. И для того, чтобы улучшить качество, мы должны строить уже, получается, убыточную базовую станцию. А зачем вы строите убыточную станцию? Вот, так я об этом и говорю. Мы, компания, любой оператор связи, вот, мобильный оператор связи, это компания, которая инвестиции получает из того, что заработала. Да? Заработала и инвестирует дальше в развитие. Если у нас будет развитие именно убыточных базовых станций, когда-то наступит момент, когда мы просто физически не сможем дальше развиваться. Поэтому, чувствуя ответственность перед абонентами, мы, естественно, стараемся бизнес вести доходные, и эти инвестиции уже, эти доходы направлять в развитие дальнейшее.
Вот я видел, да, вот вы строите там, скажем, антенну. Она как у вас там, как ромашка, там целая куча натыкана всяких антенн. То есть вот там и антенна стоит 2G, и 3G, и 4G, еще сейчас 5G, да, то есть вы вот так строите, то есть вот эти, те, которые уже не работают антенны, вы их утилизируете или они так и остаются работать в том же режиме? Ну, во-первых, у нас технологии поддерживаются и старые в том числе. Понятно, что абоненты имеют разные трубки, разные доходы у людей, поэтому не все могут позволить себе периодически покупать новые телефоны. Поэтому на сети, на самом деле, еще довольно большое количество трубок старых, которые поддерживают только там, технологии 2G, например, или 2G, 3G. Вот. Поэтому мы, естественно, таких абонентов тоже обслуживаем. И у нас базовые станции второго поколения, базовые станции третьего поколения работают наравне с базовыми станциями четвертого поколения. И пока мы их там не планируем демонтировать и куда-то там двигаться дальше, да, там, в новые технологии, без них. Вот, естественно, мы все это поддерживаем. Поэтому базовые станции вот такими гирляндами, они будут. Да, может быть, есть у кого-то, ну, не совсем довольны тем, что так количество антенн большое, да, вот, но это, опять-таки, все для абонентов, потому что нам их надо обслужить, мы должны эти телефоны поддерживать. А что касается старого оборудования, да, мы их снимаем периодически, что-то устаревает морально, да, что-то технически, там какие-то проблемы возникают, ремонт, либо замена неисправного оборудования. Все, что мы снимаем, это, естественно, утилизируется. Либо... А вы упоминали то, что вот, да, устанавливаются вышки в отдаленных регионах, в отдаленных кишлаках. А какая была самая дальняя вышка? Куда вы устанавливали? Самая дальняя базовая станция – это у нас Кульма, больше 1000 километров от Душанбе. Обслуживает она дальний погранотряд и таможенников. Где-то на стыке Китай, Афганистан и Таджикистан. Ну, такая, где смыкается у нас. Она, кстати, и самая высокая географически, если говорить. Самая высокая, больше 4000 метров над уровнем моря, размещение базы. Ну и отсюда понятно, что насколько непросто и строить такие базовые станции, и потом обслуживать. А вот такие труднодоступные регионы, да, горная местность, вы говорите, 4000 над уровнем моря, да. Правильно, да? Вы где персонал находите? Ведь сотрудник должен обладать не только с навыками связиста, разбираться во всех тонкостях связи, так он же должен быть альпинизмом, выживальщиком. В России, например, это считается высокооплачиваемая профессия, и там даже они проходят стажировку в МЧС, прежде чем начать работу. Ну, это обычные таджикские парни или девушки, вот, которые работают у нас. Мы их, альпинистов, специально не подбираем, мы их учим. Вот. Во-первых, они должны разбираться, естественно, и иметь профильное образование связистов. А дальше, естественно, все, кто у нас работает в полях, кто выезжает на объекты и поднимается на башни, проходят курсы. У нас есть специальный курс такой, в котором мы совместили с нашим партнером, навыки верхолазки, так называемые навыки верхолазной работы, и промальп, промышленный альпинизм. А если устанавливают вышку на скалах, там просто промальп не поможет же? Почему не поможет? Поможет. У нас люди забираются и на скалы, и вот в ролике бывает иногда появляются, можно увидеть, как наши инженеры зимой забираются на вершину горы, где у нас размещена базовая станция, по пояс в снегу, вот, мороз минус 30, где-нибудь в Губао, и они, ну и даже вот здесь, ближе к Душанбе, РРП, все здесь, в принципе, наверху там довольно некомфортные условия. И даже в таких сложных условиях наши сотрудники работают. Вот, их задача максимально быстро добраться до проблемного объекта, вот, устранить аварию, дать связь людям. По пояс в снегу, вот, ну, сами понимаете, да, какие усилия требуется подняться на высоту, ветер. Когда у тебя ветер, когда ты вот, ну, реально по пояс в снегу, вот это пробираться, это, ну, очень непросто, но мы это делаем, это наша работа.
Вот. Связисты в этом плане всегда на передовой. Вот, вспоминая даже там сложные там моменты там, истории, связисты обеспечивали, они первыми шли. То есть первые, кого просили, дай связь. Да? Мы эту связь даем и будем давать. А хорошо зарабатывают? Достаточно. А бывают дни, когда все идеально и ничего не происходит? Мы об этих днях мечтаем, конечно. Вот. Да, бывают такие дни, но их не так много. Но наша как раз задача, чтобы таких дней было больше. Это как бы мечта, когда у тебя сеть работает там идеально 365 дней в году, 24 часа в день, 7 дней в неделю. Вот. Но сетка реально у нас непростая, сложная. У нас уже 4 технологии. Вот. Каждая сеть, да, отдельно уже как бы непростая штука, а их уже там 2G, 3G, 4G, 5G – это такая сложная система взаимосвязи между этими сетями. Это куча оборудования на каждом слое. Вот. И понятно, что чем сложнее система, тем больше вероятность возникновения каких-то нештатных там ситуаций, аварий и прочего. Вот. Но задача оператора, во-первых, профилактически исключить такие аварии, но если они возникают, их как можно быстрее устранить. Вот. Это мы делаем. Есть SLA, так называемое, да, это время регламентное на устранение. Мы эти SLA каждый год ужесточаем с тем, чтобы авария как можно быстрее была устранена. А вот у нас был в гостях Асундин Атоев, и мы и так с ним знакомы. Вот он всегда предлагал одну вещь. Он эксперт по информационно-коммуникационным технологиям. Предлагает следующую вещь. Он говорит, усыновить базовые сервера международных компаний в нашей стране. Потому что у нас, говорит, позволяет и климат, и горная местность, и воды у нас много, чтобы их охлаждать. Есть ли у Таджикистана потенциал стать телекоммуникационным хабом вообще для всей Центральной Азии? У Таджикистана, в принципе, все для этого есть. Важно максимально стабильное электроснабжение. Вот. Это все есть. У нас строится, развивается, да, гидроэнергетика. Да, скоро у нас будут запускаться дополнительные энергоблоки на Рагунской ГЭС, и другие ГЭС тоже развиваются. Энергетики и электричества у нас будет много. И, соответственно, все для развития таких систем есть. Кроме того, на втором месте это, наверное, климатика, организация комфортной климатической среды для работы таких сложных там систем, серверов и прочего. Здесь тоже все в этом плане хорошо. Во-первых, это горы, вот. Во-вторых, это вода, вот. И по большому счету, я думаю, уже в ближайшее время при достаточном там усердии и вложениях Таджикистан может стать в этом плане центром развития таких межгосударственных там систем, серверов. Вот. Это в интересах, не просто как бы там каких-то налаживания связей там межгосударственных и прочего, это нужно и для простых абонентов. Вот, для простых жителей, потому что они, наверное, первыми ощутят плюсы от этого, потому что в этом случае у нас будут храниться здесь, на территории, информационные системы, ресурсы, базы данных, и, соответственно, расширяться контент. Вот. Чем больше контента будет собственного, внутри таджикского, тем меньше у нас будет зависимости от внешних интернет-каналов. То, что вот сейчас, как бы, о чем мы много говорим, и в СМИ об этом тоже часто возникают как бы вопросы, да, к соответствующим службам. Если у нас будет много собственного внутреннего контента, нам, в принципе, там, по большому счету, внешний интернет нужен будет, там, в таком небольшом количестве. А внутри республики мы уже сами разберемся и организуем там высокоскоростные доступы к этим ресурсам. Если мы будем хабировать это. Если да, здесь, то и трафик будет. Конечно. Мы локализуем этот трафик, и это позволит снизить наши, во-первых, расходы на это, и, соответственно, сможем снизить тарифы для абонентов. Вот. И, во-вторых, обеспечим достаточной скорости, потому что это уже здесь внутри будет.
Рафиль, а вот для большинства аудитории связист – это человек, который должен обеспечивать связь между людьми, то есть между моим проходом, да. Но, однако, это же не только люди, также и машины, сейчас же система M2M работает. То есть как в нашей стране развиты технологии вот эти, машин-то-машин? Технология у нас работает, на самом деле, уже давно. Вот, ну, простой пример, банкоматы, которые у нас по городу работают, это тоже система M2M. Это система без человека работает. Банкомат запрашивает информацию, происходит обмен данными с серверами, которые находятся в банке. Вот, эти каналы, там, в том числе операторы связи, обеспечивают. И здесь работа там, M2M, вот, как пример. Вот, и таких там систем в городе много. Например, GPS-трекеры, да, которые на автомобилях стоят. Это тоже без участия человека. Все это есть и дальше будет развиваться. И по мере развития технологий, например, интернет вещей, IoT это тоже, ну, по сути, M2M. Да, просто следующий уровень развития. Вот. Мы к этому будем двигаться, и развитие 5G, 6G, мы в этом плане будем развиваться. И текущие технологии позволяют развивать IoT то же самое. Будут стоять умные счетчики, информация будет собираться практически без участия человека, и даже, возможно, скоро и оплаты будут происходить тоже автоматически. То есть человеку даже ничего не надо будет делать. Получается, технология M2M вытесняет людей с их рабочих мест. Вот цитата BBC. В 2050 году появится новый класс людей, чей опыт, умение и образование кажутся совершенно непригодными в обществе. Для таких, в скобочках, бесполезных людей просто не будет подходящей работы. Вы согласны с этим утверждением? Грубо говоря, смотрите, мы обеспечиваем связь для людей, но при этом обеспечиваем связь и M2M. Соответственно, какие-то моменты тоже. Я понимаю. Да, люди сталкиваются с этим и с такими проблемными вопросами на всем протяжении своей жизни. Вот. Всегда возникали изменения, так скажем, в технологиях, да, появилось колесо, да, например, и что-то, соответственно, там отмерло, да, появилось электричество, да, соответственно, какие-то профессии в связи с появлением электричества ушли, да, наверное, там какие-то электрические фонари в городе появились, ушли, например, те, кто обслуживал газовые там фонари. Вот, эта профессия ушла. Или даже более старые времена вспомнить, это тоже есть. Да. Вот, были те, кто производил лучины, например, да, там строгал их, там делал лучины, лучше всех делал лучины, самые долго светящие были. Вот. Появилось электричество, эта профессия вроде как отмерла. Но на самом деле человек тоже не стоит на месте, он же тоже развивается. Этот человек, который строгал лучины, он занялся, может быть, электричеством, да, и стал лучшим электриком там в своем населенном пункте. Также и здесь, я думаю, появляется M2M, какие-то профессии, наверное, устаревают, но люди будут тоже развиваться, соответственно, получать новые профессии, новые навыки. Часть профессий, наверное, останется, да, в каких-то таких этнодеревнях, да, где будут музейные работники и так далее об этом рассказывать. Часть людей там останется, а часть, естественно, уйдет в какие-то новые для себя отрасли. Да. Вот. И это хорошо, на самом деле. Как пропадают профессии, так они и появляются. Да. Но часто, понимаешь, такой момент настал, то, что большинство профессий, которые пропадут, они пропадут без... То есть для людей не останется... Что они будут делать? Обслуживать машины? Ну, они переучатся, конечно, на кого-то другого. Конечно, я думаю, они займутся чем-то другим. Раньше производили пейджеры, сейчас они производят... Да, хорошо. На Таджикистане как это может отразиться? Да, я думаю, так же, как и на всех странах. Вот. У нас есть институты, вузы. Вот. Люди будут учиться, получать профессии новые для себя. Думаю, все будет хорошо, не переживайте. Дорогие наши слушатели, вы можете оставлять свои вопросы и комментарии. Мы обязательно их зададим в следующих наших выпусках. Спасибо, Рафиль, еще раз. Спасибо большое вам. И тогда, получается, с Днем связиста, коллеги. Днем связи и радиосвязи. Радиосвязи.